Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: что случится, что произойдет, что поменяется в течение ближайших 2-3 дней. И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, что меня ждет, что со мной произойдет и что поменяется в моей жизни в течение следующих 2-3 дней. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками. Так, интересные события вас ждут. Очень много идет разговоров. Разговоры как личные, как говорится, с глаза на глаз, так и разговоры по телефону, по мессенджерам, какое-то бесконечное общение. Смотрите, с одной стороны, кто-то что-то хочет от вас, а с другой стороны, вы будете от какого-то человека либо ждать, либо добиваться каких-то действий. Да, смотрите, люди бегают за вами, и вы за кем-то бегаете. Вот все будет решаться именно в разговорах, и по большей части телефонные, да, вот именно телефонные, либо мессенджеры, WhatsApp, Viber, Telegram, вот постоянно переписка, разговоры. Порешайте все, что запланировали. Да, с боем, да, непросто, но порешайте. Мои хорошие, главное, не опускайте руки и добивайтесь своего. Я вижу, кто-то ждет каких-то действий от не совсем радивого человека. Не плохой человек, нет, не прям лентяй, но может забить, может забыть, может отложить, да, как-то не умеет человек выставлять приоритеты, ну, либо не умеет самоорганизоваться. И этого человека постоянно надо дергать, пинать, напоминать о себе, даже требовать. Да. У кого-то отыграется, что вы прям в ультимативной форме должны потребовать. И тогда человечек для вас сделает то, что обещал, либо то, что должен. Вот. Не стесняйтесь. Если вам надо, давайте долбите в эту стену, а это действительно выглядит как стена. Пожалуйста, дверь вам откроется. Следующий момент. У кого-то очень непростые дни на работе будут. То ли какой-то аврал, то ли какие-то вот, ну как, сжатые сроки, да? То есть перед вами будет поставлена задача сделать просто невероятное за несколько часов, да, либо в течение нескольких дней. И от вас потребуется приложить все усилия, всю свою выдержку, все свои знания, все свои умения и сделать эту работу. Сразу хочу сказать, будет непросто. Будет день у вас, когда вы, ну как выпадаете из жизни и полностью как бы работой живете. Там, ну, буквально, да, с самого утра и до позднего вечера. Придется очень много и тяжело, да, тяжело поработать. Мои хорошие, ну что сказать, да, в жизни так бывает. Да, бывают такие моменты, когда нужно все и сразу. Когда нужно просто себя положить на алтарь работы, да, какого-то дела, но добиться успеха, да, доделать, выполнить и доказать не только вашим работодателям, но и самому себе, что я могу и я справлюсь. И вы докажете, мои хорошие. Главное, что будьте аккуратны и будьте внимательны. Если нужно что-то перепроверить, если нужно что-то уточнить, пожалуйста, не ленитесь. Не ленитесь, ковыряйтесь в этих цифрах, ковыряйтесь там, не знаю, в значках, в каких-то пометочках. Находите, проверяйте, перепроверяйте. Не ваша ошибка, но чужая ошибка может сделать вам проблему. Именно конкретно вам. Кто-то был невнимательный, кто-то был неаккуратный, а для вас это может отразиться, ну, как проблема. Нужно будет переделывать, подгонять, там, пересчитывать. Ну, стараться. Надо будет стараться в удвоенном режиме. Так,
Для тех, кто работает сам на себя, либо оказывает какие-то услуги. Очень много просителей. Люди будут приходить, просить вне очереди, без записи. Вот прям, ну, измором будут вас брать, понимаете, измором. И перед вами станет выбор: заработать, либо, ну, как говорится, потерять клиентов. Действительно потерять. Потому что люди будут умолять. Умолять, и прям всем нужно будет срочно и важно. Нелегкий выбор. Нелегкий, но вы постарайтесь делать так, как вам подскажет ваша интуиция. Понятно, что кто-то за деньгами не гоняется, понятно, что кому-то важнее качество вашей работы, а кому-то наоборот важны деньги, важны эти клиенты, важны эти связи, важна ваша репутация. Непросто, очень непросто. Так, для тех, кто ищет работу, к сожалению, именно для вас, для тех, кто ищет, идут несколько дней тишины, когда никто не будет реагировать на ваши, например, CV, резюме, либо когда люди, ну, будут вам давать отказы. То есть вы обращаетесь по объявлению, а вам говорят: извините, место уже занято, да, либо мы уже нашли человека, который занял эту должность. Это не страшно, это не критично, не расстраивайтесь ни в коем случае. Да, дайте себе эти дни передохнуть, поизучайте тему, может быть, покорректируйте, исправьте свое резюме либо CV. Вот, поработайте над этим. Вот. Главное, не расстраивайтесь и не переживайте. Так, вижу, что кто-то будет заниматься домашней работой, домашними делами. Домашней работы либо скопилось очень много, либо кто-то постарался, чтобы у вас этой работы было очень-очень много. Здесь вот прям какие-то от мелочей до каких-то глобальных вещей. Там, знаете, мелочи, там, скопилась глажка, либо стирка, и глобально это нужно делать генеральную уборку. Вот. Кто-то, кстати, будет вызывать мастеров по ремонту, либо к вам придут мастера, там, например, счетчики проверять, да, либо газ проверять. Вот. Могут наследить, могут намусорить, могут еще чем-то вас там озадачить, да, скажут: нужно сделать то, нужно сделать это, там, докупить, переделать, да. Вот какие-то такие еще вопросы у вас будут. Ну, нелегкие дни, но не скучно, девочки, мальчики, не скучно вам будет. Так, у кого есть автомобиль? С автомобилем нужно будет что-то делать. Ну, допустим, да, как вариант, у кого-то закончилась страховка, кому-то нужно будет проходить техосмотр, кому-то нужно будет, возможно, замена колеса, либо резины на колесах. Будете еще и с автомобилем возиться. Могут возникнуть проблемы. Проблемы связаны с тем, что очереди, проблемы с тем, что нужно ждать. Да? Возможно, вы хотите пройти техосмотр, вы едете в автосервис, а вам говорят: а у нас очередь на 2 недели вперед. Вот. И придется искать, придется поднимать какие-то контакты, какие-то связи. Но вы найдете. Кто ищет, тот всегда найдет. Здесь главный девиз этих дней — не сдаваться. И если вам говорят «нет», все равно пробуйте, находите обходные пути, идите напролом, и у вас все получится. Кстати, по поводу «нет». У кого-то то ли свидание, то ли какая-то важная встреча может не состояться. Не по вашей вине, а по вине человека, с кем вы должны встретиться, ну, либо какое-то дело вместе делать. Да, что-то не получается, что-то не пускает этого человека. Если мы говорим о свидании, возможно, вашему любимому человеку придется ехать в командировку. Либо так сложатся обстоятельства, что не будет, ну, абсолютно никакой возможности к вам приехать и с вами пообщаться. Не расстраивайтесь, не переживайте. Лучше воспользуйтесь этим временем для того, чтобы отдохнуть. Дать себе время позаниматься собой, сделать масочку, возможно, даже там скрабирование, там просто полежать в ванной, да, отдохнуть. Вот. Расслабляйтесь и не думайте. Это никакие не знаки. Это просто такие дни. Дни, когда не все получается, когда чувствуется какая-то дополнительная нагрузка, когда есть, ну, скажем так, перепоны. Это не страшно. Это не страшно, это естественно. Так, с детьми.
С детьми придется решать какие-то вопросы, здесь будут беседы. Не исключено, что вам придется ходить в учебные учреждения, где учатся ваши дети, занимаются, будь то школа, детский сад, либо университет. Какие-то вопросы возникнут. Это не по поводу успеваемости, какой-то другой повод. Может быть, собирать деньги на что-то будут, либо что-то будут организовывать для детей. Вот. А вас будут всячески пытаться привлечь, пригрузить, привлечь, чтобы вы на себя это взяли. Я вижу, что вам не до этого. Либо там будут такие люди, которые вам неприятны, да, вы просто не захотите с ними общаться. Значит, увиливайте, отлынивайте, как только можете. Если вы в эту кабалу попадете, а это действительно выглядит как кабала, вы себе значительно усложните жизнь, причем на достаточно широкий период времени. Вот, поэтому постарайтесь, придумайте себе какую-нибудь железобетонную отмазку и туда не попадайте. Да, не надо соглашаться, потом пожалеете, если согласитесь. Ничего не будет, никаких последствий не будет, если вы откажетесь, никто там на ваших детей косо смотреть не будет. Просто вы себе облегчите жизнь. Так идет, да. Не дадите на себе, скажем так, покататься, да, либо собой попользоваться. Кстати, попользоваться. Здесь могут родственники пытаться вами пользоваться, могут просить вас о помощи, о какой-то работе, о взятии на себя каких-то обязанностей. Ну, могут пригрузить, причем пригрузить по полной, начиная там, например, от родителей, заканчивая там братьями, сестрами и даже друзья, близкие подруги, друзья, да, кто как родственник вам приходится, тоже могут попробовать воспользоваться вашей безотказностью и вашей добротой. Мои хорошие, смело отказывайтесь. Вот действительно, серьезно вам говорю, вот эти дни лучше посвятить себе, и в любой возможный вот момент, да, период, там, час, полчаса, да, лучше отдыхайте. Отдыхайте и старайтесь, чтобы вы вот высыпались, достаточно пили водички. Старайтесь быть на позитиве, не смотрите вы всякие страшные новости, не читайте вы там газеты, да, особенно вот эти желтую прессу. Вам нужно по максимуму избегать стрессов и разочарований, понимаете, в жизни, в людях и даже в себе. Вот. Надо держаться, надо продержаться эти пару дней, и все будет замечательно. Так, у кого-то здесь поездка идет. Поездка, причем поездка либо какой-то очень сложный маршрут, либо на дальнее расстояние. Поездка потребует от вас максимум внимания, и действительно силы вам потребуются. Либо несколько транспортов будете менять, либо вот в дороге проведете прям целый день, ну буквально целый день. Вы с собой либо покушать возьмите, либо спланируйте свою поездку так, чтобы у вас было время на покушать. Честно, вот для вас это будет очень важно. Голова может кружиться от того, что вы и устанете, и не покушаете, и прям такой сильный отток энергетики идет. И, пожалуйста, в эту поездку возьмите с собой либо охранную молитву, либо свой оберег. Понимаете? Здесь риск того, что вас могут опустошить энергетически. Ну вот сама дорога, сам путь, и плюс какой-то нехороший человек. Здесь идет мужчина темный, темные волосы, темные глаза, смуглая кожа. Мужчина либо вампир, такой прям, знаете, стопроцентный, как клеймо негде ставить, да, вампирище, либо человек, который, ну, скажем так, любит накалять страсти, любит показывать, например, свою власть, значимость. Мне почему-то идет, что этот человек, он как какой-то служащий, может быть, он там контролер, может быть, он там водитель, может быть, он из каких-то проверяющих, контролирующих органов. Вот знаете, вот придолбется и прям выпьет всю вашу энергетику. Да, либо заставит вас понервничать. Этот человек мне не нравится. Поэтому я вам предлагаю на себя поставить защиту, взять свой оберег, либо записать охранную молитву, которая помогает нам в дорогах. Да, это очень будет хорошо для вас. Ну, либо на крайний случай, прочитайте трижды живой помощи, 90-й псалом, тоже очень хорошо вам поможет. И старайтесь быть максимально спокойным человеком. Так, семья, дом. Для тех, кто в паре, в браке, кто в постоянных отношениях.
Вот. У мужчины идут деньги, какая-то прибыль, но и большая тоже загрузка идет. Скорее всего, либо подработка у него тут выпадает. Но знаете как? Оно-то понятно, деньги нужны и деньги важны, но он либо очень сильно устанет, либо даже какие-то травмы могут быть. Я не рекомендую вам отказываться от подработки, да, чтобы мужчина ваш отказывался, но я рекомендую, чтобы ваш мужчина был максимально аккуратным, максимально и не спешил. Вот в спешке, в суете могут быть какие-то травмы. Травмы именно конечностей идут. Ноги, руки. Пусть будет аккуратней. Ну, на всякий случай еще снабдите его маленькой аптечкой, чтобы он в крайнем случае, да, ну вдруг, ну понятно, что все может быть, чтобы мог себе там лейкопластырем заклеить, там зеленочкой помазать, либо перекисью залить рану. Мне идет похожее на раны, порезы и ушибы. Очень сильные ушибы могут быть. Пусть будет поаккуратнее. Денег, конечно, он заработает, но может травмироваться, либо очень устать. Кстати, может и даже, знаете, как спину потянуть, да, либо какой-то сустав потянуть, там, ногу подвернуть, тоже может быть. Поэтому скажите, пусть будет аккуратный. Аккуратный, пусть не спешит, пусть делает все потихонечку, да, и контролирует там вещи, предметы, да, чтобы ничего нигде на него не упало. Так, кто у меня ждет каких-то новостей, либо каких-то результатов? Результаты, новости. Вы ждете какого-то документа. Может быть, даже это результат анализов. Да? Сдавали вы анализы. Вы их получите, причем ничего там страшного нет, да, все в порядке, все нормально. Какие-то незначительные изменения, ну, если мы говорим про анализы, какое-то дополнительное лечение, либо, может быть, даже просто прием витаминов. Если мы говорим о каких-то разрешениях, каких-то важных документах, скорее всего, вы получите одобрение, но будут определенные условия. Либо дособрать комплект документов, либо предоставить еще, может быть, какие-то чеки, либо, ну, не знаю, что-то нужно будет дополнительно еще дать. Это не страшно, это не критично. Главное, что результат хороший, да, либо ответ у вас идет положительный. Так, деньги. Ну, деньги у вас от мужчины будут. Сын, муж, отец, брат. Если говорим про вашу прибыль, как обычно, если вы получаете ежедневно. Так, особых поступлений, прям сверхпоступлений, правильно сказать, да, я не вижу. Трат особых я тоже у вас не вижу. Ну, какие траты? Вы на работе будете пропадать, да, либо дома будете работу переделывать. Некогда вам тут ходить особо по магазинам. Ну, самое необходимое, самое вот там хлеб, что там, колбаса, сыр, да, магазин там рядом с домом. Пойдете, купите продуктов. Это вижу. Так, и еще важный момент. Какой-то человек вас разыскивает. Человек вам знакомый, очень хорошо знакомый. Человек связан как-то с вашим прошлым, с вашим, например, прошлым местом работы, либо местом обитания. Это не любовная связь, это именно знакомство, дружба, коллеги, не знаю, даже одноклассники, может быть. Человек вас очень разыскивает, вы об этом узнаете. Такой живой интерес у вас пойдет, да, зачем он меня ищет, либо она, что надо от меня. Вот, как-то вы будете пытаться состыковаться с этим человеком, но что-то вот помехи идут, реально идут помехи. Человек, но хочет вам что-то сообщить важное, что-то важное сообщить. Что-то не пускает, что-то не дает. Вы прям считаете как знак судьбы, да, либо какую-то прям помеху темных сил, что вам не дают встретиться. На самом деле ничего такого крамольного здесь нет, просто стечение обстоятельств. Да, и у кого-то прям подозрения будут, что вас поглазили, либо что вам подделали. Ну, прям черная полоса, да, тяжеловато вам в эти дни придется. Значит, мои хорошие, не заморачивайте себе голову, никакого негатива нет, это просто стечение обстоятельств, так иногда бывает. Не страшно, вы это все переживете, вы потом будете сами себе удивляться. Вот как я так умудрилась попасть в такую вот переделку там, с работой, с какими-то важными заданиями, с домашней работой.
Ничего страшного. Хотите, делайте себе чистку, ну, чисто для успокоения, да, делайте маленькую чистку, вам станет полегче. Здесь очень важно действительно высыпаться и правильно питаться. И водичка очень тоже важна, да. Вот это очень важно. Вам будет легче перенести этот период и быстрее пойдете на восстановление. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.